В эфире информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. Сегодня в программе. Капитальный ремонт начат. Центральная районная больница Ткварчал обновляется в рамках инвестпрограммы. 220 в сети впервые за 20 лет. В селе Атара идет замена трансформаторов. Не соответствует требованиям пожарной безопасности. МЧС проводит проверку торговых точек на центральном рынке. В Москве прошли очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации с участием чрезвычайного и полномочного посла Абхазии и России Игоря Ахба и директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексея Павловского. Обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений, в числе которых укрепление и дальнейшее развитие сотрудничества Абхазии с субъектами России, повышение квалификации абхазских госслужащих в высших учебных заведениях России, дальнейшее укрепление международных позиций Абхазии, а также ситуация в регионе. Практика регулярного взаимного информирования и консультаций будет продолжена. Центральной районной больнице Ткварчала более 50 лет. Уже много лет она нуждалась в капитальном ремонте. Благодаря инвестиционной программе в больнице начались ремонтно-восстановительные работы. Репортаж Алики Трапш. Центральная районная больница города Ткварчал была построена в 1958 году. С тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. 5 лет назад на средствах, выделенной администрацией города, в больнице был проведен демонтаж внутренних перегородок и замена кровли. Но этого оказалось явно недостаточно для нормального функционирования больницы. Тогда и было принято решение провести капитальный ремонт в Центральной районной больнице в рамках Российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Капитальный ремонт попало, здание хирургического отделения, терапии и поликлиники. Ведутся работы нами уже 10-й день, работают более 9 бригад, количественно 47 человек. На сегодняшний день занимаемся демонтажом согласно чертежей и определенных документов строительных. Занимаемся демонтажом перегородок, перекрытий. Кроме того, в перечень необходимых ремонтно-восстановительных работ входит усиление перекрытий, кладка полов, внутренняя отделка помещений, прокладка коммуникаций, систем вентиляции, кондиционирование и прочее. Как говорят строители, на сегодняшний день никаких трудностей в работе нет. У бригады есть все необходимые стройматериалы, которые позволят в срок завершить ремонт. На время ремонтно-восстановительных работ персонал больницы переместился в другое здание. В течение 2 недель мы поликлинику, хирургическое отделение, перевели приемное отделение, перевели в 2 здания. Это детское отделение и инфекционное отделение. Больных мы принимаем, хирургический кабинет, амбулаторных больных принимает. И стационарные больные лежат у нас в инфекционном отделении, где временно располагается терапевтическое и неврологическое отделение. Ремонтно-восстановительные работы Центральной районной больницы города Ткварчал планируется завершить в 2019 году. По инвестпрограмме на капитальный ремонт больницы выделено более 200 миллионов рублей. Алика Трапш, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. 31 июля, в день годовщины со дня смерти Фазиля Искандера, в Москве на Новодевичьем кладбище состоится открытие памятника народному писателю Абхазии и России. Памятник создан на основе скульптуры, выполненной с натуры известным абхазским скульптором Мариной Эшба в 1966 году. В торжественной церемонии примут участие родные и близкие Фазиля Искандера, руководство Союза писателей России и творческая интеллигенция. На открытие памятника приглашены представители руководства и правительства Российской Федерации и Москвы, правительства Абхазии, руководители министерств культуры 2 стран, а также посольства Абхазии в России. В селе Атара Ачамчирского района наконец появилась положенный 220 в сети. Черноморэнерго проводит необходимые ремонтные работы. Установлены новые трансформаторы, заменены столбы. Благодаря этому жители вновь имеют возможность пользоваться бытовой техникой. По какой причине до потребителей не доходила положенная электроэнергия, расскажет Нисфаршпа.
Практически все послевоенные годы жители этой части села Отара пользовались подручными средствами, не имея возможности использовать современную технику. Во многих домах уже не помнили звук работающего холодильника. Кое-где и телевизор не включали вовсе. Такое положение длилось более 20 лет. Всему виной был вот этот трансформатор. Его срок эксплуатации по всем техническим параметрам истек энное количество лет назад. Несмотря на малые мощности, именно этот трансформатор питал всю округу. А это более 40 дворов. Состояние кабелей и того хуже. В некоторых местах высота столба не превышала метр, а кое-где провода, завязываясь узлами, висели на деревьях. Здесь проходят плановые работы по реконструкции линий 10,04 киловольта и дополнительно устанавливаются 2 трансформаторных подстанции для улучшения качества электроэнергии у потребителей. На данный момент уже проделаны работы по строительству линии 10 киловольт. Это порядка 2,5 километров новой линии. Установлена уже 1 подстанция. Исправить ситуацию можно было, лишь заменив трансформатор. Энергетики нашли выход получше. Они установили 2 трансформатора, разгрузив старый. И теперь Отару питают сразу 3 аппарата для повышения или понижения электрического тока. Также установлены новые столбы. И теперь гирлянды из проводов не украшают близлежащие к дороге деревья, а используются по назначению. Линия 0,4 киловольта еще в ужасном состоянии. То есть это, так скажем, деревья, какие-то колья, по которым проходят голые провода. Временно их подсоединили к вновь установленной подстанции. И население уже начало ощущать на себе, так скажем, качество электроэнергии. Планируется завершить, если дадут погодные условия, это порядка 3-4 недель будут закончены работы. Менять кабели, ведущие от трансформаторов к жилым домам, тоже необходимо. Но это дело будущего. А пока жители Отары вновь включают в сеть имеющуюся в доме технику и радуются, что спустя годы в их дома вернулись положенные 220 вольт. Нисфа Аршбаля Скурсай, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Десятки торговых точек на Сухумском центральном рынке не отвечают элементарным требованиям пожарной безопасности. Такой неутешительный вывод был сделан по итогам проверки сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Об этом материал представлен пресс-службой спасательного ведомства страны. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии проводят целевую проверку Сухумского рынка на соответствие многочисленных торговых точек правилам пожарной безопасности. Известно, что столичный рынок – самый большой торговый объект, где на сравнительно небольшой территории ежедневно наблюдается скопление большого количества людей. В первые дни инспекции сотрудниками МЧС были проверены десятки торговых точек. К сожалению, многие из них не отвечают элементарным требованиям техники пожарной безопасности. Отсутствие первичных средств пожаротушения, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов. И это далеко не полный список нарушений. Отсутствие бассейна, загромождены подъезды, отсутствие первичных средств пожаротушения, отсутствие пожарной сигнализации на первом этаже, в складских помещениях, где хранят товары предприниматели. Нету сигнализации, нету первичных средств. Они есть, но они уже давно просрочены, их необходимо заменить. Отметим, что наличие запасных резервуаров с водой и пожарных гидрантов при ликвидации пожара имеет принципиальное значение. Ведь доставка воды занимает время, а лишняя минута – это чья-то спасенная жизнь. К этой проблеме прибавляются загражденные эвакуационные выходы, которые используются в случае эвакуации людей во время пожара или других экстремальных ситуаций. Они должны быть свободными для прохода людей в случае пожара, чтобы могли свободно люди выйти из горящего помещения. А на данный момент, как вы видите, все загромождено. Администрация рынка понимает важность проводимого мероприятия и идет навстречу спасателям при проведении проверки. Вместе с тем, многое зависит и от самих продавцов, которые зачастую не берут во внимание противопожарное состояние своих объектов. Ежегодная целевая проверка сотрудников МЧС будет продолжена, пока не будут проверены все торговые точки.
По итогам мероприятия нарушителям будут вынесены предписания о необходимости устранения выявленных нарушений и указаны сроки исполнения, по истечению которых будет проведена контрольная проверка. Неисполнение предписания предусматривает наказание в виде штрафа. Игнорирование элементарных правил пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям. Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует всем владельцам торговых точек обеспечить пожарную безопасность своих объектов. В связи с проведением 23 июля, в День государственного флага Республики Абхазия, благотворительного забега «Бежим со смыслом», администрация столицы сообщает, что 2 дня в субботу и воскресенье с 7:30 до 14 будет перекрыт проезд к площади имени Багапша, а также часть пешеходной зоны, на которой будет проходить забег. Кроме того, в воскресенье 23 июля в это же время будет перекрыт проезд автотранспорта к кафе «Пингвин» и ресторану «Дэм». А в 8 вечера 23 июля администрация Сухума приглашает жителей и гостей столицы на концерт у драматического театра, в котором примут участие ансамбль «Каданс» и праздничный оркестр «Нихау Бенд» из Калуги. Ну и в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. Завтра в Абхазии ожидается пасмурная погода, дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 19-26, днем 28-30 тепла. Температура моря плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.